Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я с удовольствием их представляю. Сегодня с нами Светлана Архипченко, руководитель общественного движения «Добровольцы». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Также сегодня с нами Максим Шумилов. Максим Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы директор детской школы искусств номер 1. Да. Спасибо, что вы сегодня в нашей студии. И с нами сегодня Ирина Кобзева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Александровна, вы директор школы искусств номер 2 нашего города. Да, совершенно верно. Почему мы в таком составе собрались, сейчас обязательно расскажем нашим слушателям и зрителям. Дело в том, что 15 декабря в Доме культуры имени Алексея Кулаковского пройдет благотворительный концерт, который называется «Поклонимся великим тем годам». Такой концерт проходит в нашем городе впервые. И вы точно знаете, что на этот концерт нужно прийти, наверное, каждому горожанину. Расскажите, почему, Светлана, вам первый вопрос. Имея опыт в благотворительных концертах, меня поразило, что когда нам обратились, что это концерт, посвященный реабилитации ребятам, которые находятся на СВО. И мы поддержали эту идею, тем более эта школа, они наши волонтеры, тоже принимают участие, и в благотворительных концертах в 2 наших принимали участие. И мы, конечно, очень поддержали эту идею, и Народный фронт, и добровольцы, мы тоже принимаем в этом участие. У вас уже был концерт благотворительный, где принимали участие сами волонтеры, сами выступали на сцене, и большое количество людей в зрительном зале были тоже ваши соратники. Да, у нас было 2 благотворительных концерта, и не имея возможности, мы принимали сами, то есть сами волонтеры, они участвовали в этих благотворительных концертах, в том числе и школы искусств. Тоже наши и дети принимали участие, и взрослые. А в этот раз, 15 декабря, в концерте будут принимать участие только дети. Да. Только дети. Дети и преподаватели. Дети и преподаватели Да. детских школ искусств города Якутска. Если взять все общие школы, то это будет порядка 6 школ. Но это будет не только концерт, это будет еще и выставка. Сам концерт, у нас начало концерта 18:30, но мы приглашаем гостей нашего города, нашей столицы, прийти в Дом дружбы народов уже к 6 часам, потому что в 6 часов будет и выставка организована. Это будут те рисунки наших ребят, которые учатся именно в художественных школах, да, а также у нас в фойе, как это обычно у нас бывает на многих мероприятиях, будет выступать детский духовой оркестр. То есть мы по возможности постарались привлечь всех наших детей, да, к этому мероприятию. Это и те, кто занимается изобразительным искусством, и музыканты. И хотим сделать концерт на очень высоком уровне, чтобы концерт пошел очень качественно. И так, можно скажу, наверное, заверю, да, всех наших гостей, всех наших зрителей, которые придут на наше мероприятие, что концерт всем очень понравится, потому что мы отобрали самые яркие номера, все это коллективные. То есть мы по возможности хотим показать всех наших детей, которые принимают участие в этом концерте. Поэтому мы будем очень рады видеть гостей нашего города на нашем концерте. И, конечно, хотелось бы сказать, что такими мероприятиями мы воспитываем в наших детях, да, это чувство патриотизма, это любовь к нашей родине, да, за то, что у многих наших детей, да, родителей находятся на СВО. Кто-то, может быть, получил ранение, да, сейчас находится на реабилитации, кто-то, может быть, уже и не вернется, да. И чтобы наши дети понимали, что эта частичка ихнего труда, то, что они делают, это все идет на благо нашей Родины, на благо нашей страны. И я думаю, дети, они это прекрасно понимают. И пока сейчас у нас идет подготовительные моменты, мы видим на репетициях, как дети очень стараются и хотят показать все, насколько это можно максимально возможно, да, чтобы это было качественно. И дети, они любят выступать, они любят заниматься искусством, а когда они видят аплодисменты, да, зрителей, когда они видят, когда идет поддержка зрительного зала, то, конечно, детей на сцене это вдохновляет, и они стараются показать еще больше. Поэтому мы будем очень рады, если зрительный зал в Доме дружбы народов Кулаковского будет максимально полный.
Друзья, 15 декабря приходите в культурный центр, да, культурный, я правильно называю? Дом дружбы народов да, имени Дружбы Кулаковского. Дом да. дружбы народов имени Алексея Кулаковского. В 18 часов будет выставка, в 18:30 будет концерт. Перед вами выступят талантливые дети, которые сегодня готовят свои номера. Сколько лет участникам? Какой возраст? В нашем концерте будут принимать дети с 9 до 16 лет. Они будут и петь, и еще Да, и это играют тоже. Да, это оркестр. будут и хоровые коллективы, и инструментальные коллективы, и танцевальные коллективы. Очень хочется подчеркнуть, что этот концерт у нас необычный. В этом концерте у нас объединили свои творческие силы дети, то есть творческие коллективы из детских школ искусств объединились в один номер и, получается, показывают совместные номера. Оркестр народных инструментов будет исполнять, там будет порядка 60 участников, 60 участников оркестра, преподавателей и их учащиеся. Да? А также очень хочется отметить, вы знаете, да, что в этом году у нас открылась детская школа искусств в селе Тулагина, и наши первоклассники уже принимают участие в выставке, которая будет в 6 часов 15 декабря. Вот это очень отрадно и очень радостно за наших деток, что они тоже постарались и как бы внесли свой вклад в это дело наше общее, да? Ирина Александровна, называется концерт «Поклонимся великим тем годам». Значит, программа концерта будет посвящена 80-летию. Да, 80-летию Победы, это... году защиты. Да, защитников Отечества. Наш концерт, мы как бы вот этим вот значимым для всех детских школ искусств, мы подводим итог года, который будет посвящен 80-летию Победы, потому что и 9 мая у нас на проспекте Московском состоялось тоже очень значимое мероприятие, очень масштабное, где мы принимали участие практически целый день. Наши дети пели и танцевали, и это как бы такая завершающая точка в нашем творческом году. Нет, я не про вальс Победы. Вальс Победы это тоже наши учащиеся принимали там участие, да? Это масштабно было. Да, я имею в виду именно концерт детских школ искусств, где каждая школа показала часовой и полуторачасовой концерт. То есть наши дети порядка 4-5 часов танцевали, рисовали, играли в настольные игры, и тем самым вот на этом концерте мы, объединившись в творческие коллективы, мы хотим поставить такую очень яркую, очень значимую точку в нашей деятельности. Еще хотелось бы добавить немножко, к словам Ирины Александровны, что вот такая коллаборация, когда дети объединяются, все дети разных школ, у нас кто-то из деток находится в Тулагино, кто-то там в Хатасах, кто-то в Табаге. Понятно, что Дыши-1, Дыши-2, мы здесь в городе, нам как бы проще. А вот когда вот мы все объединяемся ради какого-то одного общего дела, то это, конечно, и детей сплачивает, и когда все понимают, что мы делаем что-то хорошее, дети это очень воспринимают хорошо. И хотелось бы еще добавить, вот Ирина Александровна сказала, что в оркестре у нас будет порядка 60 учащихся, то есть это, кто, наверное, понимает вообще состав оркестра, обычно оркестр это, порядка там 25, 30, 35 человек, Если взять состав оркестра порядка 60 человек, это, наверное, можно сравнить как Осиповский оркестр в Москве, то есть это очень такой будет серьезный, это будет очень масштабно. И плюс ко всему этому мы очень хорошо дружим и сотрудничаем с Государственной филармонией Якутии, и солисты, с которыми мы дружим, и уже несколько лет помогаем друг другу. В нашем концерте принимают участие солисты филармонии Якутии, это Леонид Анциферов и Дмитрий Никифоров-Келлер. Мы их попросили, они с удовольствием согласились поддержать, это очень шикарные голоса. И на финал концерта, когда мы объединяем наших деток всех, это будет оркестр совместный, порядка 60 человек, это будет и хор, то есть мы объединяем еще наши хоровые коллективы. То есть почему мы решили называть концерт именно
поклонимся тем великим, тем годам, да, потому что на финал концерта у нас будет 60 человек в оркестре сидеть, у нас будет порядка 60 человек хор, у нас будет солист, у нас, допустим, в концерте включена песня, называется, ну, я думаю, все знают, да, песня «Журавли». У нас тоже будет и хор, и оркестр, и солист, и у нас будет еще хореографическая постановка. То есть мероприятие будет очень зрелищное, очень будет масштабное, поэтому я еще раз так призываю наших жителей города Якутска посетить и увидеть своими глазами, как это все происходит, и насколько дети отдают свою душу, чтобы действительно сделать что-то благое. Такое мероприятие требует затрат. Конечно же, нужны костюмы. А кто вам помогает? Кто этим занимается? Ну, как правило, костюмы у нас те номера, которые уже есть. Но в основном костюмы это у нас хореографические номера. То есть наши хореографы, которые выступают, у нас как бы уже с этим вопрос решен, костюм у нас уже есть. Скажем так, затрат не так уж и много, да, на такое мероприятие. Главная затрата — это наше время, да, да? наше желание, затраты, время, да, да, ресурсы. физические, да, наши ресурсы, даже временные ресурсы. А сколько времени в общей сложности вы репетируете к этому концерту? Ну, мы вообще, у нас вообще задумка этого концерта была еще с прошлого года, то, что мы хотели сделать, и вот именно 80-летие Победы хотели этот концерт показать, но у нас по разным техническим моментам не получилось с местом, где мы можем провести этот концерт. Мы планировали этот концерт вообще провести летом, в конце лета, ну, так как у нас, да, не получилось с местом, мы, да, по некоторым обстоятельствам, да, мы решили этот концерт все-таки подвести к концу нашего календарного года, да, связать именно, что закрытие года показать, да, что именно 80-летие Победы, да, год защитников Отечества, да, и вот поставить такую красивую, скажем так, жирную точку, да, что дети, они тоже могут внести какой-то свой вклад. Да, вопросы с местом. Как хорошо, что здание детской школы искусств оставили. Это прям, да, это очень хорошо. Это слава мы хотим тоже принимал в этом участие, выразить благодарность нашему правительству, что вовремя приняли, конечно, правильное решение, конечно. Потому что если бы как-то было немножко по-другому, то было бы сложнее вот хотя бы даже подготавливать вот такие вот масштабные мероприятия. Так что вы такое большое спасибо большое, что делаете. Мы остались в этом здании, что мы работаем, творим творчество, воспитываем наших детей, обучаем их прекрасному искусству. Это, конечно, когда есть место, где-то все удобно, это, конечно, здорово. Через творчество рассказываете о такой важной вехе нашей страны, поэтому, конечно, вы большое дело делаете. Огромное вам спасибо. Да, и хотелось бы еще выразить огромную благодарность Дому дружбы народов имени Кулаковского, особую благодарность Антонине Николаевне, да, что они тоже нас поддержали в нашем таком мероприятии, потому что, ну, на сегодняшний день где-то найти такую концертную площадку большую и по таким, скажем так, очень приемлемым условиям, это не так просто, да, и вот администрация Дома дружбы Кулаковского, она уже не первый раз к нам идет на встречу с такими просьбами, поэтому хочется выразить им и Антонине Николаевне, и всему коллективу, да, Дома дружбы народов огромное спасибо. Ну, такое ощущение, что там двери открыты для всех. Там, потому что, мне кажется, находят теплые объятия, да, начинающие актеры, да, какие-то спектакли, вот, которые только-только набирают. Скажите, где можно купить, приобрести билеты? Сколько стоит билет? Как его можно приобрести онлайн или нужно в кассу прийти? Стоимость билета на самом деле не такая уж и большая. Стоимость билета всего лишь навсего 1000 рублей. Я считаю, что в наше время у нас в кино сходить, наверное, может быть, стоит где-то, если что-то там купишь, примерно, примерно то же самое. Да, вот на какой-то развлекательный контент, а тут все-таки такое дело, поэтому считаю, как бы это вполне приемлемая цена на такой концерт. Билеты можно приобрести как через онлайн-кассы, да, на сайте Дома дружбы народа Кулаковского, так и можно билеты приобрести прямо в самой кассе Кулаковского, да, билеты свободно продаются, там у нас есть баннер, реклама, афиша и все, так что приходят люди наши, покупают билеты на 15 декабря, да, просто еще раз хочу сделать акцент, что на том, что концерт у нас сначала 18:30, но мы всем говорим и анонс, чтобы люди приходили в 18 часов, чтобы у них было время прийти посмотреть выставку, да, спокойно послушать наш духовой оркестр, который будет как бы, ну, как фойе играть, будет, да. Тоже в основном все это военные марши. Ну, вообще духовой оркестр это, ну, это как бы символ, да, все вот такой всего военного, поэтому детки тоже как бы стараются и. А концерт сколько будет идти? Концерт мы рассчитали по времени максимум 1,5 часа.
Так что я думаю, концерт у нас пройдет очень динамично, финал у нас будет очень эффектный, как мы уже сказали, на финал мы объединяем все наши ресурсы, да, всех наших школ, и, конечно, такие солисты, как Анциферов, как Никифоров Келлер, да, они очень украсят наш концерт. И, конечно, номера это будет у нас на финал концерта. Некоторые песни вы назвали, а может быть добавите еще, какие прозвучат песни в исполнении талантливых детей? Ну, самый лучший вариант узнать, какие песни, это прийти на концерт. Это будет такой... Это будет творческий секрет. Это будет творческий секрет и какой-то сюрприз для наших гостей. Ну, на самом деле, концерт будет очень интересный. Я вас тоже хочу поблагодарить, что вы участвовали в наших благотворительных концертах. Наши вот там все. Мы очень вам благодарны. Да, и на следующий концерт еще хочется добавить благодарность нашим родителям, потому что без поддержки наших родителей, конечно, бы нам пришлось бы очень сложно. Это и в пошиве костюмов, и увезти-привезти наших ребят, потому что вы сами понимаете, да, что автобусы школа не имеет возможности приехать. И особенно, в нашу суровую зиму. Да, особенно зимой, и особенно вот тем школам, которые находятся за городом, да, как бы вот это детская школа искусства в селах Хатасы, Табага. Поэтому тоже выражаем огромную благодарность нашим родителям. А кто еще поддержит детей, как не взрослые, как не учителя, педагоги, родители? Конечно. Если такая поддержка есть, значит, ребенок сможет чего-то достичь, да, как-то показать себя, рассказать. Должны как бы воспитывать своих детей. И преподаватели тоже, они же смотрят на них как вот на богов. Но еще вы говорите, что дети сами даже хотят участвовать, да, что это их инициатива, то есть это не какая-то обязаловка, да, а это вот прям по велению души, это ваша заслуга, то, что вы так смогли увлечь, то, что вы так смогли как-то к ним какую-то вот такую дорожку проложить. Это очень здорово. Давайте резюмируем, еще раз пригласим наших слушателей и зрителей. 15 декабря, это будет понедельник, в 18 часов приходите в Дом дружбы имени Алексея Кулаковского. В 18 часов будет выставка, в 18:30 начнется концерт, он продлится 1,5 часа. Номера очень интересные, хореография, песни о Великой Победе. Выступать будут талантливые дети наших детских школ искусств, 1 и 2 и Тулагинской школы. Также будут выступать Хатасы и Табага еще. Сколько, в общем, количество людей, которые будут принимать участие в концерте? Ну, задействовано, я думаю, человек, наверное, 300 будет задействовано, да? Это только участники. Это только участники. Еще организаторы. Еще плюс организаторы, еще плюс родители, ну и наши, конечно же, долгожданные зрители. Вот. И еще хочется отметить, что у нас художественная школа имени Ким принимает участие, про нее сегодня не сказали, да. Они организаторы выставки, главные организаторы выставки, и к ним подключается ДШИ в Табаге и ДШИ Хатасы, и, конечно же, наши первоклашки в селе Тулагина. Так много людей вот принимают в этом участие. Билет стоит всего 1000 рублей. Действительно, это такая какая-то символическая цена с учетом того, какую значимость имеет этот концерт. И средства от этого концерта, Светлана, пойдут? Да, у нас все средства идут на реабилитацию ребят. Так что принимайте участие. Это первый благотворительный концерт, который идет на реабилитацию. То есть это будет помощь оказана тем бойцам, которые сейчас находятся в госпиталях? Да, на лечение. На лечение, да, в реабилитационных центрах. Святое дело. Да. Поэтому, конечно, кому откликается эта тема, откликается, наверное, на каждому человеку в нашей стране. И это самое минимальное, да, что можно сделать, купить билеты, прийти на этот концерт и получить и удовольствие, и как-то сердцем проникнуться в эту тему. И, конечно же, песни, которые будут исполнять, еще и дети будут исполнять, они не могут не затронуть ни одного человека, затронут каждого, кто придет на этот концерт. У нас минута до конца эфира, может быть, кто-то еще что-то хочет сказать. Или все сказали, или еще раз пригласим тогда, да, жителей нашего города на такой концерт, на такое благое дело. Мы будем очень рады видеть нас на нашем концерте. Да. И самое главное, да, вот я хочу еще разок сделать акцент на том, что когда дети
и видят благодарность зрителей, когда они слышат такие аплодисменты, это их заводит, это их мотивирует еще на какие-то дальнейшие такие достижения. И когда я просто сам тоже музыкант, я тоже буду принимать участие в концерте, я тоже буду играть соло с оркестром, так что это важно. Вы меня еще увидите. Спасибо. На сцене. Да? Короткие 4 минуты и вернемся, друзья. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии гости, с удовольствием их представляю. В нашей студии сегодня Мария Чимпина. Мария, здравствуйте. Вы куратор временного приюта для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Наши слушатели и зрители вас уже хорошо знают. Я рада, что вы сегодня с нами. И сегодня в нашей студии священник, отец Корнилий Рахманин. Отец Корнилий, здравствуйте. Добрый вечер. Я рада с вами познакомиться и немного волнуюсь, потому что у меня совсем нет опыта общения вот с такими статусными персонами, как вы. Вы руководитель отдела социального служения и благотворительности Якутской епархии. Да. Вы помощник начальника федерального казенного учреждения СИЗО-1 города Якутска по работе с верующими. Да. Спасибо вам большое, что вы нашли время, уверена в вашем плотном графике, и пришли сегодня в нашу студию. Я немного полистала интернет, увидела, что вы очень активно помогаете хоспису Берегине, помогаете Центру паллиативной медицинской помощи и помогаете вот временному приюту, куратором которого является Мария. Спасибо вам большое. Сегодня цель нашего эфира — напомнить нашим горожанам и жителям нашей республики в том числе, что есть такой приют в нашем городе. Приют для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию, для женщин с детьми, где могут оказать женщине помощь, предоставить ей то пространство, где она будет чувствовать себя в безопасности, и помочь за это время ей как-то реабилитироваться, социализироваться и решить свои проблемы. Да. Мария, как сегодня живет ваш приют? Расскажите. Добрый день, добрый вечер. Поближе микрофон, вот чуть-чуть режиссер просит. Можете его подвинуть к себе ближе. Сейчас, на сегодняшний день, проживают в приюте 3 мамочки и 6 детей. Все пострадавшие от домашнего насилия. Вот. Недавно отец Корнилий приходил к нам, помог продуктами. Он всегда периодически помогает. И прям вообще, вчера-сегодня перебирали фотографии из разных годов. Частенько, да, у нас частый гость. Да, частый гость, частый помощник, регулярно нам помогает. Хотела историю рассказать. Наверное, еще помощь заключается не только в какой-то финансовой, да, продуктовой, да, помощи, да, но еще и, наверное, в общении. Скажем, духовное кормление, помощь. Иногда люди имеют такую потребность, а, допустим, как-то прийти в храм, может, не получается, нет возможности или стесняется, только кто-то переживает. Мы, пожалуйста, на любой запрос отвечаем. Мы в начале, так сказать, наших совместных трудов сделали молитвенный уголок, прежде всего. Прямо там, в приюте? Да, небольшая полочка, на которой разместили иконы. Каждый год и календарь на Новый год, там, с праздники, на нем икона, допустим, изображена детская литература какая-то, там, например, детская молитва или детский какой-то рассказ, взрослые книги какие-то. Поэтому в любое время человек может подойти, так сказать, о чем-то подумать, вот, о чем-то попросить у Бога, так сказать, и детей своих к этому маленько сподвигнуть, вот, почитать что-то вместе. Раньше так всегда же было в избах, да, вот такой вот уголочек, где иконы стояли, и всегда туда поклоны били, просили Бога. А вы, когда разговариваете вот с постояльцами временного приюта, о чем они просят, о чем они говорят, в чем им помощь нужна? Я думаю, что любая мама, она прежде всего переживает за своего ребенка. Поэтому основное это, конечно, помолитесь за нас. Мы сейчас находимся в трудной ситуации. Мы просто хотим, чтобы поскорее у нас все поменялось в лучшую сторону. В этом смысле как бы выстраиваются и доверительные отношения, и ты уже примерно как священнослужитель понимаешь, за мамочку помолились мы в храме на богослужении, и детей ее помянули.
Вот было такое, что мы и крещение проводили этого ребенка. То есть мама говорит, вот я крещеная, вот все как-то вот, ну, не получалось. Что мы можем сделать? Давайте в храм поедем, когда у вас будет время, и все, мы найдем время, возможность, придем, и покрестили мы детей ее, и как бы все было хорошо. Потом мы даже, когда они, так сказать, отправились домой уже к себе, потом даже писали мне там, вот привет передавали спустя время. Но в остальном что? Человеческая боль, какая временная трудность, и мы протягиваем руку помощи. Вот так, наверное. К вам приходят, чтобы выговориться, чтобы просто вы послушали? Или вы все-таки... Ну, иногда и так. Иногда мы можем поговорить о чем-то вообще отвлеченном. Ну, скажем, там, за то, как стряпать пирожки и блины, там, например. И вот мы посидели, поговорили, надо же, оказывается, я думала, батюшка будет мне сейчас тут про Бога рассказывать час, да, а он, оказывается, меня научил, как правильно там, ну, так, мол, так посолить, здесь поперчить, что-то такое. Как интересно. Вот. Ну. Я сегодня, когда думала о нашем эфире, я подумала, что вот, ну, есть какая-то вот такой, ну, профессиональный такой взгляд, да, допустим, там врач, он смотрит на человека, да, он уже там, ну, что-то там не может от этого как-то отойти, что-то видит, да, уже со своей какой-то такой колокольни. А вот вы, когда смотрите на людей, вы, наверное, тоже как будто бы уже и понимаете, что за человек перед вами. Ну, в каком-то смысле, может быть, такое бывает. Но это не сама цель. Просто ты понимаешь, что, например, человек сейчас говорит одно, а на душе у него другое. Вот. Ну, например, он тебе говорит на твой вопрос, ну как ты себя чувствуешь? Он говорит, да все хорошо, все у меня нормально. Ты видишь, что там какая-то боль спрятался он за это слово хорошо. Или наоборот, ну, всякое бывает. Иногда люди просят какой-то помощи, а ты понимаешь, что он лукавит, к примеру. Ну. А как тогда вы в таких случаях добираетесь до истины или оставляете как есть? Нет, я же не, как сказать, кто я, чтобы там выводить его на чистую воду, зачем? Просто Господь сказал, просящему у тебя дай. Вот насколько я могу им помочь, я им помогу. Иногда и слова достаточно. Вот. Но в целом и в такие глубины, наверное, я не погружаюсь. Если есть такое выражение, кто-то из мудрых людей сказал, если ты чувствуешь боль, значит, ты живой. А если ты чувствуешь боль другого человека, значит, ты человек. Вот мы увидели человека, почувствовали боль, разделили. Вот, а беда, как говорится, разделенная на два, уже полбеды. Поэтому ему полегче и хорошо, значит, день прожит не зря, получается. Спасибо. Мне очень интересно вас слушать. И, конечно, очень интересно, Мария, продолжайте про то, что вы хотели рассказать, 2 истории, которые есть в вашем сейчас истории хотели кейсе. рассказать. Вот. За последнее время тоже проживала, уже вышли, конечно, 2 мамы. Одна из них, ну, оба тоже пострадавшие от домашнего насилия. Мы им помогли. Одной помогли закрыть половину долгов. Она была сильно закредитована, микрозаймы, кредиты. И, ну, в период проживания она часть своих, большинство долгов закрыла, поработав с психологами, да, и восстановилась. И вот вчера я созванивалась, она с приюта вернулась к своему мужу, наладила отношения. И вчера интересовалась, как у нее дела. У них все хорошо. Конечно, есть какие-то маленькие притирки, но мы быстро миримся, говорит, справляемся с трудностями. И чем помог приют в целом, кроме вот социальной помощи, проживания и закрытия долгов, она сказала, что научилась выражать свои мысли сразу. Не так, чтобы копить, да, все время и потом уже взрываться, на кого-то срываться, на своих вот домочадцев и так далее. И сейчас научилась выражать свои мысли, эмоции. Это сколько времени понадобилось, чтобы она как-то так переоценку такую сделала? Ну, она проживала с апреля по сентябрь. В индивидуальных случаях мы... Долго. Да. Всегда все индивидуально у каждой мамочки, да, свои проблемы, свои трудности. По возрасту ребенка тоже смотрим. И насколько вот содействует, да, рекомендациям, там, какие мы рекомендации даем, и как работать с психологом, вот, насколько хорошо работает с психологом, с нами, ее желание вот решить проблему, чтобы не оказаться повторно в такой ситуации, мы всегда вот идем навстречу.
в основном. Так, а вторая мамочка, она тоже пострадавшая от домашнего насилия, многодетная мама, дети не такие маленькие были, и она развелась. Она боялась очень сильно мужа, и пришлось прямо в сопровождении пойти с юристом и со мной пойти в суд, там прям. Она, оказывается, вот перед мужем, да, она вообще сильно боялась и встала в ступор, не могла ничего ответить ему, и все время вот да, никак не могла нормально дать отпор, ответить. И вот она развелась, подала на алименты, мы все это помогли составить исковую, устроилась на работу, детей устроили, она приехала с района. А с жильем как? Обычно же жилье арендовала, проживая вот бесплатно, она накопила денежки, устроилась на работу, и вот с первой зарплаты она арендовала жилье. И сейчас они хорошо проживают, и дети общаются с отцом. Вы потом вот, поддерживаете связь с теми, кто выходит из вашего приюта, да, и как-то курируете их? Да, по согласию, конечно, если мама не против, да, то мы их поддерживаем всячески, если в чем-то нуждаются, тоже постараемся помочь, подсказываем в каких-то других вопросах. Такой приют хороший, да, где можно получить вообще любую помощь. Еще и вот так вот, оказывается, можно духовную пищу получить и найти человека, который тебя выслушает, который посмотрит на тебя с любовью, с принятием. Отец Корнилий, вы принесли, вот я вижу, что вы что-то хотите, наверное, рассказать, я просто вдруг не спрошу. Ну, я готовился. Да, расскажите, пожалуйста, а то вдруг я не задам какой-то вопрос. Я хотел рассказать о деятельности социального отдела Якутской епархии нашей вообще в целом, ну, если об этом у нас заходит речь. Вот помимо того, что мы вот окормляем, если можно так выразиться, приют мать и дитя, взаимодействуем, вот, то социальное служение, оно направлений, что ли, имеет много, получается. Помимо помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации, те, кто попадает в социально незащищенные там, или семьи участников специальной военной операции, вот, у нас также и больничное служение здесь направление. Вот вы сказали про паллиативное отделение, это одно из отделений только, потому что у нас есть молитвенные, опять-таки, уголки или часовни, назовем их, в больничных учреждениях города, например, в республиканской больнице, в онкологическом диспансере новом, вот, в психиатрическом диспансере. Мы делали там 6 полок, таких уголков молитвенных, чтобы в каждом отделении мы, когда проводим там молебен, собирались именно вот у этого уголка. Там и журналы есть, и книги, иконы, и сами они могут там. Я как-то спрашивал медсестер, сами-то пациенты, да, говорят, приходят, там у них уже группа какая-то сформировалась, там одна у них как за старшую, она там молитвенное правило читает, все стоят, крестятся, кланяются. Говорит, для нас это тоже было удивительно. Вот, как бы динамика положительная в каком-то смысле. Вот. Храм у нас есть больничный, например, при медицинском центре на Сергеляшском шоссе. Вот в честь иконы Божьей Матери Целительницы. Там богослужение регулярно проводится. Ну, детская больница. Вот, очень много там детей, мамы, взрослые, папы. Вот, конечно, каждый ищет помощи и утешения. Вот можно в храм прийти на богослужение даже. Вот. Крещение там иногда совершают, с районов же приезжают люди. Ну, реабилитационные центры для зависимых. Это у нас, например, вот в Кангаласах есть реабилитационный центр, тоже я бываю там 1-2 раза в месяц. Там у нас тоже молитвенная комната, там и крещение, вот недавно, из последних новостей, если вы видели, или еще, наверное, не выкладывалось оно, крещение там вот 3 человека решили принять. Ну, перед этим беседы были, они как бы думали, готовились, тоже такое место особое, в каком-то смысле люди упали, вот, почти на самое дно. И начать заново жить, это очень трудно, тяжело, еще и зависимость, она тебя мучает. Поэтому, я думаю, духовная поддержка нам помогает. Как бы. Даже, знаете, один раз зашел в какой-то магазин, и охранник очень на меня грозно смотрел, так быстрым шагом идет. Я аж маленько испугался, думаю, может, он думает, я что-то хочу взять.
без спроса. Ну, вы так зашли, выглядели так? Да, я зашел и стоял, это был как раз перед Рождеством. Вот А примерно, как же он так мог подумать? ну, примерно год назад. Это я так подумал, что он подумал. Я стоял и Мгм. крутился у выхода, там конфеты стояли. Я стоял, смотрел, какие конфеты взять, там надо было ехать детям передать. И он на меня идет такой, думаю, наверное, он подумал, что я здесь стою, что-то кручусь и хочу это. А он подошел, сказал: здравствуйте, отец Корнилий, вы меня помните? Я посмотрел на него, лицо знакомое, но имя, я говорю: а ты у нас... Он говорит: я Владимир, вы меня крестили в репцентре. Вы знаете, я с того момента задумался о смысле жизни, о ценностях, о своих. И я, говорит, когда оттуда вышел, я устроился на работу, я заработал денег, я купил себе жилье небольшое, комнату. Вот, я сейчас работаю здесь в охране, вот. Ну, там попросил он помолиться, операция какая-то была там у него. Но в целом, говорит, все у меня хорошо, спасибо. И как-то мы разминулись так с ним. И вот в тот момент я понял, ну, значит, не зря все-таки мы трудимся. Потому что иногда такая мысль посещает, вроде что-то делаешь, а результат он где? Поэтому, когда вот мы в приюте, например, видим, да, когда вновь поступившие или так вот мы общаемся, потом, когда узнаешь, что у них все хорошо, вот наладилось что-то, появилась там работа какая-то, что ли, ну, жизнь переменилась в лучшую сторону, конечно, ты радуешься. Потому что ты даже как-то поучаствовал, что ли, в судьбе человека, особенно там дети, им дальше расти, у них жизнь только начинается, и она началась уже с таких там тяжелых обстоятельств. Это все вот, все можно поменять. Столько в вас силы, мне прям, почему-то я вас слушаю, у меня слезы наворачиваются, что вы столько вот беды видите у людей, как-то вот каждому прикасаетесь душой. Ну, это то, что есть в нашей жизни. Об этом обычно люди стараются сегодня не говорить, только все светлое, только все хорошее. В каком-то смысле это правильно. Позитива должно быть больше, чем негатива. Но мы не называем это негативом, я думаю. Правильно сказать, что это человеческая беда, скорбь. И если мы называем себя, я же говорю, человеком с большой буквы, то почему бы не помочь? Конечно, всякое бывает, у людей взгляды могут быть разные вот на этот счет, но я думаю, каждому из нас близко такое слово, как милосердие, сострадание, вот, любовь, в конце концов. И кто знает, сегодня мы твердо на ногах стоим, а завтра мы можем также упасть. Да. И что? Неисповедимо, как говорится. Вот. У нас остается мало времени. Вот вы еще принесли такой вот буклет, и нужно нам рассказать, да, еще успеть. Ну, я хотел кратко. У нас в этом году юбилейная дата, очень важная для якутской епархии, 155 лет со дня основания якутской епархии. И в нашем городе, в ДК Кулаковского, будет проходить вот праздник, концерт, рождественский концерт. Называется он «Вера славна», «Вера православна». 16 декабря в четверг в 18:30 в ДК Кулаковского можно вот, посетить это мероприятие. Будут филармонии у нас якутская выступать, народный ансамбль, Русь, ну и многие другие детские там, значит. 16 декабря это вторник, да? По-моему, четверг. По-моему, вторник, что были до вас гости 15-го, это был понедельник. А, да? Значит, 16 ну, я могу, вторник. наверное, ошибаться. Может, режиссер успеет показать вот крупным планом. 16 декабря. Билет на сайте ДК Дома культуры Кулаковского можно бесплатно приобрести. Просто нужно выбрать место себе. Да, 16 декабря это вторник, приходите в ДК Кулаковского и вот на такое замечательное мероприятие. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо слушателям и зрителям, спасибо за ваше внимание.